Всех с Днем Республики. В этот праздничный день мы сейчас закончили только что заседание оперативного штаба. Ситуация у нас без особых изменений. Есть рост за последние сутки на 7 человек. Это город Якутск в первую очередь, где 6 у нас новых случаев зарегистрировано. Все они в целом по группе ранее выявленных уже больных, в том числе и, к сожалению, есть увеличение по медикам офтальмологической больницы, есть увеличение по ранее выявленным уже другим больным. И один случай у нас предположительно по Хангаласскому улусу тоже сейчас обрабатывается. Хочу сказать, что, конечно же, по городу Якутску мы видим серьезное увеличение больных на протяжении всей недели. У нас уже больных с учетом ранее привезенных из других районов сейчас 59 человек только по городу Якутску, которые находятся в инфекционных стационарах. И здесь надо особое внимание обратить на ограничительные мероприятия, которые по городу проводятся. К сожалению, мы видим, что во многих местах, в том числе в общественных местах, таких как магазины, масочный режим не соблюдается социальное дистанцирование. Глава города сейчас доложила о том, что также у нас количество поездок на общественном транспорте в эти выходные превысило то количество, которое было неделю назад. А ситуация по городу Якутску, еще раз говорю, далека от стабильной, она наоборот ухудшается. Поэтому мы приняли решение по предложению главного санитарного врача с завтрашнего дня по городу Якутску и по тем территориям, где у нас режим самоизоляции должен соблюдаться, это наше крупнейшее муниципальное образование, мы вводим в общественных местах во всех исключительно масочный режим. Это и в общественном транспорте, это и в магазинах, это в других общественных местах, в которые люди бывают, в том числе, в первую очередь, еще раз говорю, находясь на улицах городов нашей республики. Это абсолютно необходимо, потому что мы, еще раз говорю, по городу Якутску сегодня испытываем самое большое беспокойство в части развития дальнейшей эпидемиологической ситуации. Если ситуация по городу у нас будет уже стабильна, пойдет на убыль, то мы, конечно, поймем, что уже в целом в республике ситуация у нас точно под контролем, так же, как она сейчас стала под контролем после введения жесткого режима карантина по городу Алдану, где уже 4 дня у нас нет ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией, а те случаи, которые были на прошлой неделе, они зафиксированы у нас исключительно внутри обсерватора. То есть мы еще раз убеждаемся о том, что жесточайшие ограничительные меры, которые по Алдану были введены, меры карантина, они все-таки сыграли свою роль, и ситуация сейчас под контролем. Хочу также сказать, что на сегодняшний день по Чаяндинскому месторождению заканчивается обработка анализов. Ситуация там достаточно, на наш взгляд, далеко от оптимистичной по количеству выявляемых больных. И, конечно же, сейчас мы с руководством «Газпрома», с руководством федеральных министерств будем вести работу над тем, чтобы именно на территории самого месторождения, вахтовых поселков, были развернуты мобильные лечебные учреждения для лечения больных легкой, средней степени тяжести именно там. А вывоз больных был только в случае уже экстренной необходимости. Такая работа тоже необходима, но при этом хочу еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний день вся территория Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения объявлена мною зоной карантина и находится на полном запрете на въезд и выезд оттуда людей. Еще раз хочу повториться, что скоро у нас будут майские праздники, и в этих условиях все-таки соблюдение режима самоизоляции, оно особенно нам нужно. Не хотелось бы, чтобы праздничные дни, такие как День Республики, как майские праздники, наоборот, послужили каким-то толчком для дальнейшего расширения ареала эпидемии на территории нашей республики и ее дальнейшего усиления. Хотелось бы, наоборот, чтобы в эти праздничные дни мы провели как можно больше времени все-таки в самоизоляции, в кругу своей семьи, для того, чтобы уже после майских праздников спокойно перейти к нормальному режиму работы.